Бабушка нам удачный карман положила и поехать, а сама легкая пушинка, снежным облачком кружится. Всем знакома по картинкам, я Снегурочкой зовусь. Праздник этот новогодний пропустить я не могла. К вам заснеженной дорогой с поздравлением пришла. Здравствуйте, мои дорогие, и маленькие, и большие. Я поздравляю каждого из вас с наступившим 2020 годом. Совсем скоро здесь появится главный гость этого праздника. Как вы думаете, кто это? Правильно! Но пока Дедушка Мороз в пути, мы с вами будем знакомиться. А сделаем мы вот что. Когда я задам вам вопрос, как вас зовут, каждый из вас, и маленький, и взрослый, очень громко, очень весело и по-новогоднему крикнет свое имя. Договорились? Итак, давайте попробуем. Я Снегурочка. А как зовут вас? Алиса самая громкая была. Алиса. Давайте-ка мы закрепим этот успех. Ребята все проснулись, собрались. Итак, как вас зовут? Молодцы. Очень рада с вами познакомиться. И рада сообщить, что Дедушка Мороз уже совсем-совсем близко. Но нам с вами нужно его так же громко, вот так же весело и радостно позвать. Поможете мне? Давайте 3-4. Остался на стене, весь год трудился я, не зря, пора в дорогу мне. Весь год трудился я, не зря, пора в дорогу мне. Эй! Тоже не вижу. А вот и я! Ну, здравствуйте, туземцы и туземочки! Ну вот я и на море! Подождите, ребята, а разве мы с вами на море? Как не на море? Мы в театре, Дедушка Мороз. Но ведь я же получил вот приглашение, вот от мальчика Саши и девочки Лены. Так. Дорогой Дедушка Мороз, то есть я, да, приглашаю вас к нам в гости. Здесь много ребятишек, здесь нас всех ждет волшебная сказка и море. Вот. И море? Море, да. Так, ну-ка. Ой, Дедушка Мороз, Да. ну до конца-то ты письмо не дописал. Нас ждет волшебная сказка. Так. И море удовольствий, радости и веселья. Вот старая голова, но опять все напутал. Ох, Снегурочка, а я ведь для ребят приготовил большой подарок. Ну что ж мне теперь делать, а? А любите подарки? О, тогда сейчас для вас, для всех будет подарок. Я вот ударю своим посохом, и подарок окажется здесь. Раз, два, три. Ой, что это такое? Ой, старая голова. Опять все перепутал, да что же делать, да? Ну, я же свой посох оставил в лесу. Дедушка Мороз, не отчаивайся, ведь мы с тобой знаем волшебные слова. Ой. Мы вместе с ребятами сейчас их произнесем, и твой волшебный посох окажется здесь. Ребята, поможете? Да, спасибо. Итак, давайте выучим слова. Вихрем снежным закружись, волшебный посох появись. Вихрем снежным закружись, волшебный посох появись. Спасибо тебе, символ года. Давайте мы все поаплодируем нашему символу года.
Спасибо тебе, что нашел мой посох. Теперь я смогу ребятам сделать большой-большой подарок. Вы любите подарки, ребята? А теперь для вас подарок — волшебная сказка. Только прежде чем подарок появится здесь, вы должны отгадать загадку. Отгадаете? Сейчас проверим. Заветных 3 желания исполнит мудрый Гудвин. Когда придем все вместе, мы в город... Изумруд! Молодцы, мои хорошие! А теперь для вас мой подарок. Новогодняя сказка! Волшебник изумрудного города! С Новым годом! До свидания, друзья! С Новым годом! До свидания, мои хорошие! До свидания! Мамочка, уж не с неба ли ты вернулась, моя крошка? Я была в волшебной стране. В волшебной стране? Да, но я все время думала о вас, дочь. И тогда сильный и могучий богатырь Арнаульф увидел волшебника ростом с башню. Мамочка, а теперь волшебники есть? Нет, моя дорогая. Жили волшебники в прежние времена, а теперь перевелись. Да и к чему они? И без них забот хватит. И все-таки без волшебников скучно. Вот если бы я сделалась королевой, то приказала бы, чтобы волшебники были. И чтобы они делали разные чудеса для детей. Какие же, например? Ну, какие? Ну, вот чтобы каждая девочка и каждый мальчик, просыпаясь утром, находили под подушкой большой сладкий пряник. Или чтобы у всех детей были хорошенькие легкие туфельки. Туфельки ты и без волшебника получишь. Поедешь с папой на ярмарку, он и купит. Татошка, какой ты смешной! Тучи пугаешь, а сам трусишь. Смотри-ка, Элли, надвигается самый настоящий ураган. Прячьте скорее в погреб! Буря! Идет страшная буря! Скорее сюда! Мама! Татошка! Он побежал в дом! Поднимется буря, какой еще на свете не было! Фурида, фурида, фема, 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 сусака, масака,
разразись ураган! Лети по свету, как бешеный зверь! Рви, круши, ломай! Опрокидывай дома! Поднимай их на воздух! Уничтожай врага! Людей, животных, птиц! Только лягушечек, змеек и паучков не трогай ураган! Пусть они по всему свету расселятся на радость мне, могучей волшебнице Кингеме! Татушка, ты жив? Да жив, конечно. А ты? Что с тобой, Татошка? Я не знаю, Элли, но я почему-то начал разговаривать. Ой. Что это такое? Я не знаю. Где это вы? Буридо-до, фуридо. Буридо-до, фуридо-до. Буридо-до, фуридо. Буридо. Ко мне! Здравствуйте! Здравствуйте! Что вы здесь делаете? Меня принес ураган в моем домике. Ураган? В домике? Ну, просто я узнала, что коварная Гингема хочет погубить человеческий род, и мне пришлось применить все свое волшебное искусство. Вы волшебница? А мама говорит, что нет волшебников. А где живет твоя мама? В Канзасе. А где это? Я не знаю, где это. Но это моя родина, и она где-нибудь да есть. Я никогда не слышала такого странного названия. Канзас. Ну, что бы ни говорила твоя мама, у нас здесь, в волшебной стране, 4 волшебницы. 2 из нас, это вот я, Велина, а также Стелла. Мы добрые, а Гингема и Бастинда, они очень злые. Твой домик раздавил Гингему, значит, у нас осталась только одна злая волшебница. Простите, вы сказали, мой домик раздавил Гингему? Да, но ты не виновата. Это я. Я, чтобы спасти человеческий род, я лишила урагана разрушительной силы. Я позволила ему взять один только маленький домик, чтобы бросить его на голову коварной Гингеме, потому что я вычитала в своей волшебной книге, что он всегда пустует тулью. Это правда. Обычно во время ураганов мы прячемся в погреб. Но я побежала в домик с Татошкой. Ну, такого поступка моя волшебная книга никак не могла предвидеть. Значит, во всем виноват он. Да, сударыня, это я во всем виноват. Как ты заговорил, Татошка? Не знаю, Элли, но из моей пасти, из моего ротика почему-то доносится человеческое... Видишь ли, Элли, в нашей волшебной стране разговаривают не только люди, но и животные. Ну, посмотрите вокруг, посмотрите, вам нравится наша волшебная страна. Она чудесна, сударыня, но дома лучше. Я бы хотела вернуться домой, к маме и папе. Видишь ли, Элли, наша волшебная
волшебная страна, она отделена от всего человечества вот такими большими горами. И еще ни один человек не мог перебраться через них. Поэтому я боюсь, моя дорогая, тебе придется остаться с нами. И вы совсем мне не поможете. Ну хорошо, я посмотрю в свои волшебные книги. Буридо. Нашла? Великий волшебник Гудвин вернет домой маленькую девочку, занесенную в его страну ураганом, если она поможет 3 существам добиться исполнения их самых заветных желаний. Пикапу, трикапу. А кто такой Гудвин? Гудвин это самый могущественный волшебник в нашей стране. А он добрый или злой? Этого никто не знает, моя дорогая, он живет в изумрудном городе. А где этот изумрудный город? Изумрудный город находится в самом центре нашей волшебной страны. Дорога в него выстлана желтым кирпичом, и вы не заблудитесь. Конечно, в дороге вас ждут приключения, испытания и даже опасности. А не пойдете ли вы со мной, сударыня? Душка моя дорогая, этот путь ты должна пройти сама. Ну, не волнуйся. Я буду время от времени заглядывать в свою волшебную книгу, чтобы узнать, как у вас идут дела, так что в путь. Прощай, моя дорогая. Сударыня, подождите! Могущественная фея! Приветствуем тебя в голубой стране! Ты освободила нас, живунов, от власти злой Кингемы. Вы очень любезны, но я не фея. Мы этому не верим, мотала-мотала! Ведь только феи могут разъезжать в своих домиках! Скажите, пожалуйста, а нет ли у вас случайно заветных желаний? А у нас было единственное желание избавиться от злой Кингемы, пикапу-трикапу. Но твой домик крак-крак раздавил ее, и у нас больше нет желаний. Тогда мне здесь нечего больше делать. Я пойду искать тех, у кого есть желание. Элли! Где ты ходишь? Смотри, что я для тебя принес. Какая прелесть! Ай-яй-яй-яй-яй! Это же башмачки злой волшебницы Кингемы! Кажется, в них заключена волшебная сила. Но какая это сила, мы не знаем! Не знаем. В этих башмачках я пройду без устали сколько угодно. Возьми Элли еще вот эту корзинку! Спасибо! Спасибо большое! Прощай! Прощайте! Желаю вам удачи. И мы вам желаем! Ну что, Татошка, путь! Путь! Напугал! Шутка! Толку от тебя ничуть! Ай, ну неужели ты правда думаешь, что мы, вороны, будем тебя бояться? Пиши, объясни, что пошла прочь, гадкая, не смей меня клевать! Я страшный! Ой, разговаривай! Эк, удивил, будто я ворона не знаю, что в волшебной стране даже чучело заговорит, если очень захочет. Ай, а все-таки я тебя не боюсь. Шестая, ты не слезешь? Не слезешь! Вы ушла прочь! Ай, в самом деле, на что я годен? Даже вороны испугать не могу. О, не печалься, друг! В
Вот были бы у тебя мозги в голове вместо соломы, ты был как все люди. Мозги — единственная стоящая вещь. Да здравствуют мозги! Я себе обязательно их раздобуду. Вот глупый! Коль нет мозгов-то, то и не будет! Кау! Кау! Добрый день. Добрый день. Ты умеешь говорить? Научился, пока ссорился тут с одной вороной. Как поживаешь? Спасибо. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а нет ли у тебя заветного желания? Ой, у меня целая куча заветных желаний. Первое, я хочу себе серебряные колокольчики на шляпу. Второе, я хочу себе новые сапожки. Третье, Ну, я хочу... хватит, подожди. Какое из них самое заветное? Самое-самое? Снимите меня отсюда. Очень неприятно здесь торчать целый день и пугать ворон, которые тебя не боятся. О! Чрезвычайно признателен. Я чувствую себя настоящим человеком. Вот еще новые сапожки. Страшила. Что ты такое говоришь? Я говорю, страшила. Это меня так зовут, ведь я должен пугать ворон. А как твое имя? Элли. Красивое имя. Слушай, друг, а чего ты со мной не здороваешься? Виноват. Давай. Страшила. Ух ты. Я на вид соломы. То-то. Но для близких друзей можно просто Татошка. Картошка. Страшила. Как я рада, что исполнила твое самое заветное желание. Ах, Элли, я, оказывается, ошибся. Мое самое заветное желание — это получить мозги. И? Как же тебе не стыдно обманывать? А что значит обманывать? Понимаете, я еще в первый день на свете живу, и моя голова набита соломой. А откуда ты знаешь тогда, что вот у тебя голова набита соломой, а у людей мозги? Да. А это мне рассказала одна ворона, когда я с ней ссорился. Ну так как, Элли, ты дашь мне мозги? Нет, я не могу дать тебе мозги. Это может сделать разве что Гудвин в изумрудном городе. А где этот изумрудный город? А кто такой Гудвин? Ну разве ты не знаешь? Я ничего не знаю. Меня сделали только вчера. Я понятия не имею, что было раньше на свете. К счастью, когда хозяин сделал меня, сперва он нарисовал мне ушки. Я мог слышать, что творится вокруг. Потом хозяин нарисовал мне глазки. Я с любопытством первый раз смотрел на мир. Он сделал мне из заплатки нос, нарисовал рот. Правда, я не знал еще, зачем он нужен. Хозяин дал мне свой старый кафтан, шляпу и сапоги. Я чувствовал себя настоящим человеком. Этот парень будет чудесно пугать ворон, сказал он. А назову я его Страшилой. Меня поставили в поле и оставили одного. Было скучно стоять, но слезть я никак не мог. Вчера еще вороны боялись меня, а сегодня уже привыкли. Тут я и познакомился с доброй вороной, которая рассказала мне про мозги. Страшила, как же мне тебя жалко. Спасибо. Пойдем с нами. Я попрошу Гудвина помочь тебе. Спасибо. Ну, право, для существа, прожившего на свете один только день, ты удивительно вежлив. Давай я принесу твою корзинку. Спасибо. Идем? Идем.
опять ты здесь? Ну да, с места-то ты сдвинуться не можешь. Ах, я несчастный! О, чего это у тебя? Слеза? Да ладно, ты ж железяка бесчувственная. Ах, я несчастный! Да это дождь! Бежим! Ладно, я полетела, счастливо оставаться! Ах, я несчастный! Какой странный человек. А почему он не шевелится? Какой же я несчастный! Это ты стонал? Да! Уже целый год никто не приходит мне на помощь! А что нужно сделать? Мои суставы заржавели, и я не могу сдвинуться с места! Где-то в кустах лежит моя масленка! Картошка, ищи! Есть! Вот она! Нашел! Куда? Где смазывать? Сначала шею! Скажи, друг, О, а год – это очень долго. год это долго! Это очень долго! Это целых 365 дней! Теперь, пожалуйста, руки! 365, а это больше, чем 3. А я смотрю, ты совсем не умеешь считать. Ошибаешься, я очень хорошо считаю. Хозяин сделал меня раз, я поссорился с вороной 2, Элли сняла меня с шеста 3, а больше со мной ничего не случилось, значит, считать мне дальше незачем. Как хорошо! Всего лишь один раз в жизни я поставил масленку дальше, чем обычно, но пошел дождь, и я заржавел. Вы спасли мне жизнь! А кто вы такие? Я Элли, а это мои друзья. Наташка. Страшила! А что вы здесь делаете? Мы идем в изумрудный город, к Гудвину. А зачем вы идете к Гудвину? Я хочу попросить его, чтобы он нас с Татошкой вернул домой. А я хочу попросить у него немножечко мозгов для моей соломенной головы. Ну, мозги это не самая лучшая вещь на свете. Вот еще. А почему ты так думаешь? Потому что мозги не делают человека счастливым. Если бы у меня был выбор между сердцем и мозгами, я бы всегда предпочел сердце. А почему? Послушайте мою историю. Давным-давно один очень искусный кузнец сделал железного человека, ну, то есть меня. Он дал мне топор и научил рубить деревья. Но единственное, что он мне не сделал, это сердце. Он сказал, я могу сделать тебе железное сердце, но это очень плохая вещь. И с тех пор я живу такой бессердечный. Друг, осторожней, ты можешь заржаветь от слез. Спасибо, друзья. Я забыл, что вода вредна мне во всех своих проявлениях. И поэтому я очень хочу получить сердце. А скажите, Гудвин может дать мне сердце? Мне кажется, это ему не сложнее, чем дать Страшиле мозги. Да, тогда, друзья, если вы позволите, я пойду с вами к Гудвину и попрошу у него сердце. Потому что сердце – это мое самое заветное желание. Как я рада, друзья мои. Теперь вас двое, и у вас два заветных желания. Идем с нами. Путь!
Только ты никому не говори. Что ты? Смотри! Что же делать? Ой, что же делать? Да я же не трус. Я их просто напугаю. Не смей трогать Элли! Иначе как тебе не стыдно, трус! Да, как вы узнали, что я трус? Вам ворона сказал? По твоим поступкам вижу. Да что ж ты такое-то? Вот я никому не говорю, что я трус, но все равно догадываются. Подумать только, кого ты хотел обидеть? Бедного, набитого соломой страшил! Да нет, я вовсе не хотел. А ты сделан из соломы? Конечно! А ты тоже из соломы? Нет, я из железа. А ты что за зверек? А я то-то. Подумать только, ты такой маленький, такой храбрый. А у нас в Канзасе все собаки такие. Вот если бы мне хоть немножечко твоей храбрости, наверное, я бы тоже был бы очень смелым. А почему же ты трус? Да я сам не знаю. Я, наверное, уродился таким. Вот все про меня говорят, ты лев, ты царь зверей. А я когда рычу я очень громко. Ну, вы слышали? Так вот все убегают с моей дороги. Но вот если бы слон или какой-нибудь саблезубый тигр на меня напал, я бы точно испугался. Я ничего не могу с этим поделать. А может быть, у тебя сердечная болезнь? Возможно. Вот счастливчик. А у меня так и сердечной болезни быть не может. Потому что у меня нет сердца. Но если бы у меня не было сердца, я, может быть, и не был бы таким трусом. Скажи, друг, а у тебя есть мозги? А я не знаю. Ну, наверное, есть. Я их никогда не видел. Моя голова набита соломой, и я иду к великому Гудвину попросить у него немножечко мозгов. А я иду попросить у него сердце. А мы идем с Татошкой попросить, чтобы он нас вернул в Канзас. А этот Гудвин, он что, такой могущественный? Да это ему ничего не стоит. Возьмите меня с собой. И я очень хочу получить храбрость. Это мое самое заветное желание. И ты будешь нам верным товарищем. Я очень рада, друзья мои. Это третье заветное желание. Если исполнится все три, Гудвин вернет меня на родину. Идем. Идем. Какая большая яма! Это не яма! Это овраг! А внизу острые скалы! Это саблезубые тигры. В этом лесу живут саблезубые тигры. Что это за звери? Это ужасные чудовища. Что же он делает? Спокойно, спокойно! Лев, скажи, а ты не мог бы перепрыгнуть этот овраг? Ну, я не знаю. Он очень глубокий. И я мог бы попробовать, но я... Получилось! Значит, ты перенесешь нас! Я попробую! Кто будет первый? Придется мне! Thank you.
Эй, друзья! Как же у меня бьется сердце! Хотел бы я, чтобы у меня так же билось сердце. Будет, давайте! Путь! Что это? Это река. Как же нам перебраться на тот берег? Так. Река – это не суша. Суша – это не река. Нам нужен лод. О, молодец, Страшила! Какой ты умный! Молодец. Ну что, готовы, друзья? Готовы? И раз! И раз! И раз! Течение уносит нас не туда, куда надо. Нет, друзья! Мы должны добраться до изумрудного города! Страшила! 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 Друг, держись! Главное, не падай в воду! Гусь! Встань! Встаю! Говорит, держусь! Никогда не устаю! Мы не уйдем отсюда, пока не спасем тебя! Ну иди меня! Что? Говорит, жду! Не волнуйтесь за меня! Я поплыву его спасать! Что же плаваешь, как сурдобор? Наверное, все-таки придется быть мне. А что вы за публика? Мы идем в изумрудный город, но река унесла нашего друга. Не мог бы ты спасти его? Мы были тебе очень благодарны. Я подумаю. Да он, по-моему, спит! Все? Вам кажется, что я сплю? Нет, я просто задумался. Какая трудная задача. Но, пожалуй, я мог бы перенести вашего друга, не будь он такой большой и тяжелый. Это он тяжелый, Страшила из соломы, и он легкий, как перышко. В таком случае я попытаюсь. Но если он окажется слишком тяжел, я брошу его в воду. Лечу. Я снова с вами, друзья! Спасибо! Сейчас я не могу отблагодарить тебя в полной мере, но когда у меня будут мозги, я вернусь, и ты узнаешь, какова это благодарность человека с мозгами. Я люблю помогать другим в несчастье, особенно когда мне это не стоит большого труда. Желаю вам всего хорошего! Спасибо! Пока! Пока! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Друзья! Какие чудные цветы! Да, они прекрасны. Будь у меня мозги, я бы любовался ими еще больше. А если бы у меня было сердце, я бы, наверное, полюбил эти цветы. А я всегда любил цветы. Они никогда не нападут на тебя из-за угла. Но вот только в моем лесу никогда не было таких больших и красивых
красивых цветов. Страшила, что с ними? Мамочка! Да они спят. Аромат этих цветов смертелен для них. Страшила, что мы будем делать? Нужно их вытащить отсюда. Давай, вставай. Он слишком тяжел! Нам его не поднять! Проснись, Лев! Проснись! Проснись, друг! Благодарю вас, вы спасли мне жизнь! О, да не за что! Я всегда помогаю в беде тем, кому нужна моя помощь, хоть у меня нет сердца, даже если это простая мышь. Простая мышь! Простая мышь! Да знаете ли вы, сударь, что я Рамина, королева полевых мышей? О, в таком случае прошу прощения, Ваше Величество. Во всяком случае, спасая мне жизнь, вы исполнили свой долг. И, Ваше Величество, мы думали, что вы погибли. И готовились вас оплакивать. Меня спас этот странный, но прекрасный железный человек. И вы обязаны служить ему и выполнять все его приказания. Пусть он приказывает! Приказывайте, великодушный незнакомец! Я даже не знаю. Спасите нашего друга! Льва! 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 Он же нас всех съест! Да нет, это трусливый лев. К тому же он спит. Спит? Спит. Попробуем? Спит. Попробуем. Лев, спасибо, что спасли нас. На здоровье! Если мы вам понадобимся, просто подумайте о нас. Давай, просыпайся! Давай. Садись на камешек. Тебя спасли выше. Выше? Да. Выше? Какие они молодцы! Может быть, тогда мы сможем теперь продолжить путь? Продолжим путь, друзья! Подождите! Не стой! Наваждение какое-то. Ну что, друзья, путь! Что это? Должно быть, это изумрудный город! А ты уверена? Ну, конечно, ты разве не знаешь, что изумруд зеленый? Я ничего не знаю. Вот когда у меня будут мозги, я буду все знать. Ну как же нам туда попасть? А что, если нам дернуть за эту веревочку, а? Ой, может, не надо. Давай, Страшила. Надо. Дергать все умеет. Висит ручка, чего не дернуть. Люди вон стараются, леший. Нет, там дела нет.
путешественники, отважные пловцы по рекам, победители саблезубых тигров. Зачем вы пришли в изумрудный город? Мы хотим видеть великого волшебника Гудвина, ведь только великий волшебник может исполнить наши желания. Много лет Гудвин великий и ужасный никого не принимает. Но у нас важное дело к великому волшебнику. И нам обязательно надо его увидеть, иначе все наше путешествие окажется напрасным. Волшебные башмачки? Подождите, пожалуйста, там. Я немедленно сообщу о вас великому и ужасному. Спасибо. Алло! Алло! Великий и ужасный! Кто там? К вам прибыли! Никого не принимаю. Но там девочка, и на ней волшебные башмачки! Что ты сказал? Волшебные башмачки, ты уверен? Конечно, это фея! Что же делать? Придется передать? Проси. Великий и ужасный примет вас! Ура! Вот эти очки. Очки? Без очков вас может ослепить великолепие изумрудного города. Даже все жители города носят очки. Утром, днем и вечером. Таков приказ великого и ужасного. Нет. Ой, все зеленое. Небо зеленое. Идемте за мной, не задерживаемся. Внимание! Вот смотрите, что это там такое? Это какая-то большая голова. Неужели это и есть Гудвин? Я Гудвин, великий и ужасный. Кто ты такая, девочка, и зачем беспокоишь меня? Я Элли, маленькая и слабая. А это мои друзья. Мы пришли, чтобы просить у вас помощи. Ах, помощи. А откуда у тебя эти башмачки? Из пещеры злой волшебницы Гингемы. Мой домик упал на нее и раздавил, но зато теперь славные живуны освобождены. Живуны освобождены? И Гингемы больше нет? Приятное известие, приятное. Но чего же вы хотите от меня? Я соломенное чучело. И мне нужны мозги. А я железный дровосек, и мне нужно сердце. А я трусливый лев, и мне нужна храбрость. А я очень прошу вас, отправьте нас, пожалуйста, с Татушкой домой, в Канзас. Ты из Канзаса? Да. Ты из Канзаса? Да, я из Канзаса, и я очень хочу домой. Пожалуйста, исполните заветные желания моих друзей, а когда вы их исполните, вы меня должны будете вернуть домой. А почему я должен буду вернуть тебя домой? А потому, что так написано в волшебной книге Велины. О, ее предсказания не всегда исполняются. А еще потому, что вы великий мудрец и волшебник, а я маленькая девочка, а сильные всегда должны помогать слабым. Но ты оказалась достаточно сильной, чтобы справиться с Гингемой. Я здесь ни при чем, это все волшебство Велины. Так. Вот мой ответ. Я исполню ваше желание, но я ничего не делаю даром. Вы должны освободить фиолетовую страну мигунов от власти злой Бастинды и лишить ее волшебной силы. Вы требуете от нас невозможного. Всякая награда должна быть заслужена. Если вы не сделаете то, что я приказал, ваши желания не исполнятся. Так сказал Гудвин, великий и ужасный, и слово его — закон. Прием окончен. Подождите, а как нам попасть в эту фиолетовую страну? Из дворца и направо. Все время направо? Да, все время направо. Спасибо. Аудиенция окончена. На выходе не забудьте сдать очки. Желаю вам удачи. Смотрите-ка, опять небо голубое. Да, все
все как прежде. Это какое-то волшебство. Надежды больше нет. Что же нам теперь делать? Элли, да не расстраивайся ты так. Нам теперь просто ничего другого и не остается, как пойти и попробовать выполнить приказание Гудвина. И я пойду с тобой. Я, может быть, очень труслив, но я тебя не брошу. А я хоть и не смогу поднять руку на эту пластинку, хоть она скверная женщина, но я пойду с вами, друзья. И я тоже пойду. Хотя от меня мало толка, потому что я сказочно глуп. Но вместе мы что-нибудь придумаем. Конечно, тем более с вами буду я, Татошка. Ну что, вперед! Путь, вперед! Это кто там вздумал победить меня, а? Да, у меня один только глаз, но зато я вижу им так, что не к уголка фиолетовой стране, который ускользнул бы от моего взора. Где-то происходит тайный сговор против моих темных сил. Вижу! На границе моих владений девчонка и ее друзья. Я бы взяла их в рабство, но они не смогут работать. Но с ними лев. Где моя золотая шапка? Первый раз с твоей помощью я стала повелительницей страны мигунов. Во второй раз ты помогла мне отбить войско Гудвина Ужасного, который пытался лишить меня волшебной силы. И вот пришел третий раз, и на этом закончится моя волшебная сила. Но делать нечего. Памбара-чуфара, лорики-йорики, пикапу-трикапу, скорики-морики. Предстаньте передо мной, летучие обезьяны. Ты вызвал нас в третий и последний раз. Что прикажешь сделать? Нападите на чужестранцев, забравшихся в мою страну, и уничтожьте всех, кроме льва. Будет исполнено. Постой-ка! Прощай, Элли! Мы исполнили твое приказание. Мы распотрошили чучело, разбили железного дровосека, посадили льва за решетку, но мы и пальцем не могли тронуть девочку. Это фея. Прощай. Ох, хлеб. Волшебные башмаки. Как они к ней попали? Неужели эта хилая девчонка смогла осилить могущественную Гингему? Плохо мое дело. Ведь я пальцем не могу тронуть маленькую нахалку, пока на ней волшебные башмаки. Надеюсь, она не знает о таинственной силе башмаков. Ведь если мне удастся их заполучить, то я стану могущественнее, чем прежде. Эй, ты! Девочка, иди. Иди сюда. Иди. Скажи скорее, как зовут тебя? Элли, сударыня. Элли, расскажи мне скорее, как ты завладела башмаком моей сестры Гингем? На нее упал мой домик и раздавил ее. Гингема больше нет. Отдай мне башмаки, и я отпущу тебя
И твоего льва тоже. Нет, сударыня. Ну, хоть примерить, дай. Нет, сударыня. Ах так? Ну, слушай меня, наглая девчонка. Я возьму тебя в рабство. Ты будешь мыть горшки, кастрюли, сковородки. Пошла прочь! А если ты будешь плохо работать, я посажу тебя в страшный холодный подвал, где крысы, огромные и жадные крысы. Не отдавайте меня крысам, пожалуйста. Не отдавайте меня. Да если бы у меня было хоть немного храбрости, я отомстил бы тебе и за Страшилу, и за Дровосека. Эй, ты, лев, слушай меня. Ты мой пленник. Я буду запрягать тебя в коляску и кататься по праздникам, чтобы все говорили: смотрите, какая могущественная Бастинда! Она смогла запрячь даже льва. Да я тебя съем! Пойдешь в упряжки, проклятый! Ты меня еще не знаешь. Я заморю тебя голодом, если не согласишься ходить в упряжке. Я съем тебя! Ах, это мы еще посмотрим. Но пока я должна решить, как завладеть башмаками. Не смей! Слышишь, никогда трогать Элли! Иначе я тебя покусаю! А я тебя испепелю! Что ты наделала? Ведь я сейчас растаю! 500 лет я не умывалась, я не прикасалась к воде, потому что мне была предсказана смерть от воды. И вот пришел мой конец. Вы сами виноваты. Что тебя надоумил? Я не хотела. Я не хотела. Да что ты перед ней извиняешься? Ты же победила! Какая же ты храбрая! Слушай, Элли! Да это ж Бастинда, она оказалась не крепче, чем те снежные бабы, которых у нас в Канзасе лепят парни. Ну как ты не догадалась раньше, да? И хорошо, что не догадалась. Иначе я ни за что бы не смогла облить ее, если бы знала, что она от этого растает. Да здравствует великая фея спасительной воды! Победительницы Бастинды! Слава! Ура! Ура! Злой Бастинды больше нет! И теперь мы, мигуны, освобождены. А я пойду искать своих друзей. Страшилу и Железного Картошка! Ой, нас, по-моему, неправильно собрали. Кто вас спас? Нас спасли мигуны. Они разыскали нас и починили. Спасибо, спасибо вам огромное. Великая фея, мы очень просим тебя стать правительницей нашей страны. Я только маленькая девочка, и я очень хочу домой. А вдруг на нас нападет опять какая-нибудь злая волшебница и проводит нас? Нам нужен государь, который будет защищать нас от врагов. Но в волшебной стране больше нет злых волшебниц. Мы очень просим. Ну, хватит плакать, дорогие. Мигуны, встаньте с колен. А может быть, вы останетесь с нами? Вы такой блестящий представитель. И такой чуткой. Вам, друзья, я бы с удовольствием. Но сперва я должен помочь Элли добраться до изумрудного города и попросить у Гудвина сердце. Но потом я вернусь к вам и буду вами править. Вот какое мудрое решение. Замечательный правитель. Не ест, не пьет, а значит не будет облагать вас налогом. Да здравствует железный дровосек! Ура! А вы, друзья, должны вернуться к Гудвину и просить его исполнить Примите. его обещание. Примите на память о стране мигунов эту золотую шапку. Да, с ее помощью вы попадете в изумрудный город. Только надо вызвать летучих обезьян. Что? Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Обезьяны послушно исполняют все приказания хозяина золотой шапки. Посмотрите на подкладки, там написано, что нужно сделать.
Друзья, мы спасены! Спасибо! Спасибо вам! Желаю вам удачи! Пока! Бамбара, чуфара. Бамбара-чуфара. Пожалуйста, не мешай. Морики, жорики. Пикапу-трикапу, скорики-морики. Представьте передо мной летучие обезьяны. Что прикажешь, хозяйка золотой шапки? Отвезите нас в изумрудный город. Пожалуйста. Все на борт! Взлетаем! А почему вы выполняете приказания хозяина золотой шапки? Много веков назад племя летучих обезьян обидело могущественную фею. В наказание фея сделала волшебную шапку. С тех пор летучие обезьяны подчиняются хозяину золотой шапки. Прибыли! Спасибо! Спасибо большое! Спасибо! Ух, представляю, как Гудвин обрадуется, когда увидит нас. Давай, звони! Давай еще! Давай еще! А почему нам не открывают? Страшила, ну все понятно. Он просто не хочет расставаться с такими ценными подарками. Ну, конечно, кому захочется расставаться с мозгами, с сердцем, с храбростью. Ну, не надо было тогда посылать нас расправляться со злой Бастиндой, которую мы уничтожили. Ну кто там все дергает? Возьми легонько, тихонько, потяни. Нет, дергает так со всей силы. Вы вернулись? Как видите, мы требуем, чтобы вы вызвали великого Гудвина, а не то мы вызовем летучих обезьян и будем разговаривать в их присутствии. Гудвин, великий и ужасный, примет вас. Наденьте очки. А знаете что? Гудвин очень боится летучих обезьян. Ведь он уже имел с ними дело и знает, что это за звери. Пойдемте, я покажу вам короткую дорогу. Вставайте вокруг меня. И приготовились, и... О, смотрите. Я Гудвин, великий и ужасный. Зачем вы беспокоите меня? Где вы? Я везде. Я могу принимать любой образ и становлюсь невидимым, когда только захочу. Подойдите к трону, я буду разговаривать с вами. Привет, лебединка. Говорите. Мы вернулись и просим вас исполнить ваши обещания. Какие обещания? Вы обещали мне мозги. А мне вы обещали сердце! Мне смелость. А нас с Татушкой вы обещали вернуть домой, когда мигуны будут освобождены. О, но разве мигуны действительно стали свободными? Да, Бастинда растаяла. Доказательства! Доказательства! Бамбара-чуфара, какие вам нужны доказательства? Раз вы не видите, что ли у нас золотую шапку, может быть, нам вызвать обезьян для доказательства, а? Нет, я вам верю. Хорошо. Приходите послезавтра, я подумаю о ваших Было время подумать, скорики-морики! Я намерен не ждать больше ни одного дня! Откуда здесь собака? Кто позволил приводить в мой дворец собак? Кто это такой? Я Гудвин,
великий и ужасный. Не трогайте меня. Вы великий волшебник? О, тише, тише, девочка. Обо мне сложилось мнение, что я великий волшебник. А на самом деле? А на самом деле, увы, я обыкновенный человек. Я скажу вам, кто вы на самом деле, если вы не догадываетесь, скорики-морики. Вы обманщик. Вы совершенно правы. И я великий и ужасный обманщик. И кто же нам тогда даст сердце? Мозги! А мне смелость! Да о каких пустяках вы говорите, друзья мои? Вы только подумайте, какое ужасное существование приходится мне вести в этом дворце. Это вы доведете ужасное существование? Да! Ведь никто не знает, что я великий и ужасный обманщик. И мне приходится каждый день хитрить, обманывать, выкручиваться. Ох, это нелегкое занятие, друзья мои, каждый день обманывать весь народ. К тому же это всегда раскрывается. Вот и вы раскусили меня, но, честно признаюсь, я этому рад. Подождите, мы же все вас видели большой головой. Ну да, это легко. Я вам сейчас все объясню. Внимание! Я Гудвин, великий и ужасный. Вот и все волшебство. Как вам не стыдно дурачить людей, а? Ну да, поначалу мне было стыдно, но потом я привык. Я расскажу вам свою историю. Зовут меня Джеймс Гудвин, и родом я из Канзаса. И вы тоже из Канзаса? Да, деточка, мы с тобой земляки. Я был в молодости актером, играл в роли царей, героев, но понял, что это приносит мало денег, и стал баллонистом. Кем? Баллонистом? Ну, я поднимался на баллоне, то есть на воздушном шаре, на потеху публики. Но однажды мой шар подхватил ураган и понес мне весь куда. И приземлился я прямо в этой волшебной стране. Отовсюду сбежались жители, и видя, что я спускаюсь с неба, приняли меня за великого волшебника. Я не стал их разуверять. Я назначил себя их правителем и принял торжественные имена великий и ужасный. Но теперь я с сожалением вынужден признать, что не могу исполнить ваши желания. По-моему, вы плохой человек. Нет, нет, девочка, я не плохой человек. Просто очень плохой волшебник. Город-то хоть изумрудный. Нет, самый обыкновенный. Все дело в очках, которые постоянно носят жители по моему приказу. Зачем вам мозги? Насколько я знаю о вас, вы соображаете не хуже любого другого человека с мозгами. Может и так. Но с мозгами я бы чувствовал себя как-то лучше. А вы вообще знаете, что такое мозги? Нет, никогда их не видел, понятия не имею. А хорошо. Я наполню вашу голову мозгами лучшего сорта, но вы должны будете сами научиться их использовать. Я научусь. Я даю вам честное слово, что научусь. Я научусь. Друзья! Чего? У меня будут мозги. Мозги? Извините, не меня. Но если вы дадите ему мозги, может быть и мне вы дадите хоть немножечко смелости. Но ведь вы и так смелый зверь. Смелость это что? Это же умение побеждать свой страх. А вы с этим справляетесь лучше других. Это правда, но я бы хотел иметь такую смелость, чтобы вообще ничего никогда не бояться. Хорошо. Я дам вам ее. Вы слышали? Вы слышали? А мне вы дадите сердце.
О, мой друг, сердце не делает людей счастливыми. Не такое это и большое преимущество иметь это самое сердце. Насчет этого я готов с вами поспорить. Если бы у меня было сердце, я бы все невзгоды перенес безропотно. Ну что ж, договорились? А у вас будет? Сердце. Да. Получается, слышал? Элли, я исполню желание твоих друзей. Все-таки я столько лет был волшебником, но нельзя было уж совсем ничему не научиться. Одну минуточку. Друзья мои, совсем скоро я стану настоящим человеком. И я буду настоящим человеком. А я буду львом. Я люблю вас и такими. Внимание! Подходите. Позвольте. Чуфара! Папара! Теперь вы умный человек, ведь ваша голова полна первоклассных мозгов. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Друзья мои, я чувствую себя мудрым. Следующий. Я в вашем распоряжении. Лорики-йорики. Вот оно, ваше сердце. Скажите, нравится ли оно вам? Оно прекрасно. Но скажите, волшебник, сможет ли это сердце любить и доброе ли оно? О, мой друг, с этим сердцем вы будете самым чувствительным человеком на свете. Спасибо вам. Друзья! Теперь у меня есть сердце. И как приятно чувствовать, как оно бьется в груди при каждом моем шаге. И знаете что? Я люблю вас! Следующий! Лев, 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 лев. Я пришел за смелостью. Секундочку. Масака Сусака. Скорее выпейте это. Это смелость. Смелость бывает внутри, поэтому вам необходимо это выпить. Смелее. Ребята, этого не может быть. Напугай! Бум! Ха-ха, не страшно! Я Друзья мои, вы не представляете, какие мудрые мысли у меня в голове. Жаль, что я не могу вам их сказать, они понятны только мне одному. А как мне приятно чувствовать, как в груди
моей бьется сердце! А если бы на нас напали саблезубые тигры, я бы всех их атаковал! Я смелый! Спасибо большое, добрый Гудвин, за то, что исполнили самые заветные желания моих друзей. А теперь вы нас с Татошкой отправите домой. Послушай, Элли, мне несложно было исполнить желание твоих друзей. Ты сама знаешь, что Дровосек и так был добрый. Страшила был умен, а Лев храбр. Да, это все я и сама прекрасно знаю. Здесь не потребовалось особого волшебства. Но как вернуть вас в Канзас, я не знаю. Ведь я сам хочу в Канзас, но не знаю, как этого сделать. Но ведь в волшебной книге Велины было сказано, что девочка вернется домой, когда 3 желания будут исполнены. Волшебным книгам нужно верить. Только я-то не волшебник. Я обыкновенный человек. Элли, перестань плакать, или я тоже буду плакать с тобой. Элли, помни, благодаря тебе у меня самые лучшие мозги на свете. Да только благодаря тебе я теперь самый смелый лев на земле. И благодаря тебе у меня любящее сердце, которое не даст тебя в обиду. Но я хочу домой! Страшил, друг, у тебя самые лучшие мозги. Придумай что-нибудь. Сейчас. Нам нужно вызвать летучих обезьян, они отнесут тебя в Канзас! Я совсем забыла о них! Бампара, чипара, лорики, ярики, пикапу, трикапу, скорики, морики, летучие обезьяны! Предстаньте передо мной! Что прикажешь, хозяйка золотой шапки? Перенесите нас с Татошкой через горы и доставьте домой! Пожалуйста. Канзас! Легко! О! Канзас за пределами волшебной страны. Мы не можем туда лететь. Нам очень жаль. Так, друзья. Элли, послушай, я, конечно, виноват перед тобой, но я думаю, что волшебница Стелла из розовой страны может помочь. Только я прошу, не оставляй меня здесь. Возьми меня с собой в Канзас, пожалуйста. А кто же будет управлять изумрудным городом-то? О, это так легко решить. Вместо себя править изумрудным городом я назначаю достопочтимого господина Страшилмудрого. Спасибо! Мы можем перевести вас к Снелле. Все на борт! Спасибо. Слетаем! Прибыли! Спасибо! Элли, сегодня мы выполнили твое последнее желание. Прощай. Прощайте! Спасибо! Пока! Пока! Спасибо за все. Здравствуйте! Здравствуйте! Многоуважаемая Стелла, позвольте мне признаться, ведь я Я совсем... все знаю. А раз так, отправьте меня, пожалуйста, в Канзас! Элли, ты уверена, что хочешь покинуть нашу волшебную страну? Когда я думаю о том, как мама и папа горюют обо мне, мое сердце сжимается от горя и жалости. Хорошо, твое желание исполнится. Но ты должна отдать мне золотую шапку. Я с удовольствием, сударыня. Чем вы хотите заниматься, когда Элли покинет нас? Я бы хотел вернуться в изумрудный город. Гудвин назначил меня правителем изумрудного города, а правитель должен жить там, где правит. Когда Элли покинет нас, я буду очень горевать. Но потом я бы хотел отправиться в страну мигунов и править ими, потому что очень их полюбил. А я вернусь в свой лес. Когда-то давным-давно меня уже сделали царем зверей, но я испугался. А сейчас я смелый и буду ими править. Я распоряжусь волшебствами золотой шапки так, чтобы они пошли на пользу твоим друзьям.
После этого я верну ее летучим обезьянам, и они станут свободны. А вас же я прошу стать моими друзьями. А как же вы отправите нас в Канзас? Волшебные башмаки вернут тебя домой. Тебе просто нужно стукнуть каблуком о каблук и назвать место. И если бы ты знала это, ты бы вернулась домой в тот самый день, когда твой домик раздавил Гингему. Но тогда бы я не получил своих прекрасных мозгов и до сих пор бы торчал на поле. А я бы не получил свое сердце и стоял бы до тех пор, пока не превратился в железную пыль. А я бы так и был трусливым львом и прятался в кустах. Это все правда, и я ни о чем не жалею, ни об одной минуте, проведенной в вашей чудесной, замечательной стране. А как же Гудвин и Картошка? У меня только одна пара башмачков. Просто возьми их за руку. Друзья мои, я всего лишь маленькая, беспомощная девочка, но я всегда любила вас и всегда старалась вам помочь. А теперь, когда ваши заветные желания исполнены, я и сама должна вернуться домой, как было написано в волшебной книге Верены. Спасибо тебе, Элли. На самом деле мы будем очень грустить, когда ты улетишь домой. Спасибо, Лев. Мы благословляем тот день, когда ураган принес тебя к нам. И научила нас самому дорогому и самому важному, что есть на свете. Дружбе. Пора, Элли. Сейчас расставание горек, но подумай о том, что сейчас ты увидишь маму и папу. Прощай, Элли. Не забывай нас. Прощайте. Прощай. Прощай. Прощай, Элли. Волшебные башмачки! Несите меня в Канзас! К маме и папе! Папочка! Мамочка! Уж не с неба ли ты вернулась, моя крошка? Я была в волшебной стране, мамочка! В волшебной стране. Да, но я все время думала о вас. Доченька! Мамочка! Эй, смотри! Туфельки. Спасибо, мамочка. Спасибо, папочка. А в цирк? Пойдем? Пойдем, Элли, пойдем. Обязательно пойдем. Вот прямо сейчас.